У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. У вобласці распачалі ажыццяўленне буйнога праекта па мадэрнізацыі ачышчальных збудаванняў населеных пунктаў. Дзе гэта работа ўжо актыўна вядзецца, за кошт якіх сродкаў, што ў бліжэйшых планах і на якія вынікі ўрэшце разлічваюць спецыялісты. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Ачышчальнае збудаванне – важная складаючая экалагічнай бяспекі любога населенага пункта, асабліва буйнога горада. Такія збудаванні неабходны, каб сцёкі не траплялі ў рэкі і азёры, не атручвалі навакольнае асяроддзе і грунтавыя воды. Большасць ачышчальных станцый, якія працуюць і зараз, узводзіліся дзясяткі год таму і ўжо наспела неабходнасць капітальнай мадэрнізацыі. Европейский банк реконструкции и развития предоставляет нам кредиты на довольно льготных условиях для модернизации наших сооружений, а также грантовые средства, которые направляются безвозмездно на улучшение очистки и на строительство новых сооружений очистки сточных вод. Так вот, по Витебску мы уже реализуем проект по реконструкции очистных сооружений. На эти цели привлечены кредитные средства в размере 14 миллионов евро, а также грантовые средства в размере 5 миллионов евро для реализации данного проекта. И вот буквально в феврале следующего года мы уже должны завершить этот проект по реконструкции очистных сооружений. И нормативы очистки будут соответствовать всем европейским стандартам. Уже проведена работа по привлечению кредитных и грантовых средств по Аршанским и по Полоцким очистным сооружениям. Если говорить о Полоцке, то там будет завершено строительство очистных сооружений, которое было начато еще в 2008 году. И также на эти цели привлечено 14 миллионов евро, из которых 4 миллиона – это грантовые средства. Вот сейчас буквально уже на подписании находится указ о реализации данного проекта. И я думаю, в этом году мы уже начнем работы по выбору подрядчика для строительства данных очистных сооружений. То же самое в городе Орша. Привлечено 9 миллионов евро для реализации проекта модернизации системы очистки сточных вод города Орша. И из них 3 миллиона – это грантовые средства, а 6 миллионов – это кредитные средства. Также совместно с Полоцком эти документы находятся сейчас на рассмотрении, на принятие указа, для того, чтобы в этом году начать реализацию данных проектов. Таким образом, получается, что все крупные города мы за средства Европейского банка проводим реконструкцию очистных сооружений для того, чтобы достигать показателей по очистке сточных вод, таких же, как и в Европейском Союзе. Ачышчальным збудаваннем Вітебска акурат летась споўнілася паўстагоддзя. На пачатку яны былі разлічаны толькі на механічную ачыстку. Пазней з'явілася магчымасць біялагічнай. У 80-е гады была здадзена другая чарга, бо раслі аб'ёмы сцёкаў. Пік прыйшоўся на першую палову 2000-х, да 120 тысяч кубаметраў у суткі паступалі на ачыстку. Пасля таго, як у кватэрах віцяблян сталі з'яўляцца прыборы ўліку расходу вады, аб'ёмы сцёкаў пайшлі на спад. Сёння гэта лічба складае каля 80 тысяч кубічных метраў за суткі. Аднак перад спецыялістамі паўсталі новыя выклікі. Са з'яўленнем амаль у кожнай кватэры аўтаматычных пральных машын, сучасных хімічных мыйных сродкаў, у сцёках павялічылася колькасць фосфару, зусім непажаданага кампаненту для прыродных вадаёмаў. Мадэрнізацыя, якая зараз вядзецца на віцебскіх ачышчальных збудаваннях, прадугледжвае пазбаўленне і ад гэтага элемента табліцы Менделеева. После реконструкции очистных сооружений у нас будет улучшено качество сточных вод до норм Helcom. Helcom – это параметры, которые скандинавские страны договорились выполнять при очистке сточных вод. Первые самые главные параметры, которые у нас прописаны при реконструкции в требованиях контракта, это выполнение БПК показателей, это биологическое потребление кислорода, взвешенные вещества. И два самых главных элемента, с чем вся Европа сейчас сталкивается и борется, это очистка азота общего и также фосфора. Это является главной причиной эутрофикации морей и всех водоемов. То есть цветение зелено-синих водорослей зависит, чем больше вот азота в сточной воде и фосфора, тем быстрее зацветают эти водоемы. Поэтому у нас главный критерий – это улучшить качество вот этих показателей. И они довольно жесткие при реконструкции очистных сооружений. Акрамя экалагічных пераваг, рэканструкцыя прадугледжвае аўтаматызацыю многіх працэсаў ачысткі.
Закладываются автоматические индикаторы или приборы учета качества очистки. Это поступает все в блок управления, он анализирует эти данные, поэтому это все будет компьютеризировано, автоматизировано. И у нас первый главный приоритет – это экология. Да, может быть, где-то это можно и меньше человеческих ресурсов, потому что это будет автоматически контролироваться. Адходы прамысловых прадпрыемстваў не павінна будуць трапляць на мадэрнізаваныя ачышчальныя збудаванні. Яны разлічаны толькі на бытавыя сцёкі. Те предприятия, которые не имеют локальных очистных сооружений, сбрасывают в наши сети свои промышленные стоки, которые мы порой нам сложно очистить, и все эти процессы требуют дополнительных затрат, они несут дополнительные расходы по тем тарифам, которые применяются для них. Поэтому, конечно, сегодня промышленные предприятия должны задуматься о том, что им необходимо строить локальные очистные сооружения, потому что после модернизации витебских, аршанских, полоцких, строительства новых очистных сооружений, даже по требованиям банка, который выделяет средства на реконструкцию и строительство этих объектов, промышленные стоки должны приходить к нам в допустимых концентрациях. Иначе мы просто не будем их впоследствии принимать. Есть вопросы у нас тут по Полоцк, стекловолокно. Да, они несут тоже дополнительные расходы из-за того, что не могут поставить нам стоки тех концентраций, которые утверждены нормативами и исполкомом. В каждом населенном пункте есть такие предприятия, где-то крупные, где-то мелкие, у которых периодически возникают такие проблемы. Дарэчы, за якасцю сцёкавых вод, якія пасля ачысткі трапляюць у Двіну, вядзецца строгі кантроль. Не спыняецца ён і падчас мадэрнізацыі збудаванняў. Контроль осуществляется ежедневный, поэтому мы сейчас выполняем требования белорусского законодательства. Хоть у нас сейчас даны временные предельно допустимые концентрации на время реконструкции, мы их полностью 100% выполняем, поэтому жители города и Витебской области быть спокойны. Мы стараемся и выполняем требования, и сточные воды условно чистыми сбрасываются в реку Западная Двина. На ачышчальнае збудаванне сцёкі дастаўляюцца праз шматлікія падземныя камунікацыі. Толькі ў Віцебску каналізацыйная сетка мае працягласць больш за 500 кіламетраў, уключае больш за 50 помпавых станцый, прычым многім камунікацыям больш за паўстагоддзя. Основное, это, конечно, все строилось в советское время. Это материал, из которого изготавливались трубы, это чугун. Сроки службы по 50-55 лет, но мы, сталкиваясь, когда мы занимаемся ремонтами, мы понимаем, что этот материал отработает еще 50 и, возможно, и больше лет, потому что запас прочности очень большой. И если говорить о самотечных канализационных сетях, то проблем практически не возникает. То, что может там быть, это засоры, остановки, которые сегодня с современной техникой вполне себе успешно решаются. А что касается напорных коллекторов, которые проходят под реками, где-то проходят по территории городов, в Орше коллектор канализационный диаметром 1000 миллиметров, то, что мы будем проводить модернизацию, у нас включена замена этого крупного коллектора в городе Орше. А так это проводится плановая работа по ремонту и замене этих сетей, и здесь чрезвычайщины никакой в этом плане нет. Не толькі буйныя гарады сёння маюць патрэбу ў мадэрнізацыі ачышчальных збудаванняў. У нас сегодня в области остался один райцентр, в котором нет биологической очистки сточных вод, это Миоры. Сегодня мы уже проектируем новые очистные сооружения для Миор. И было несколько совещаний и с Министерством жилищно-коммунального хозяйства о том, что мы хотим этот объект включить его строительство за счет средств Международного банка реконструкции и развития, который в этом году открывается новый займ, и тоже будут выделены средства на модернизацию очистных сооружений. И по всем заверениям и Минжилкомхоза, и Международного банка, что наш этот объект все-таки попадет в эту программу. И там стоимость его будет порядка $4 миллионов. И мы надеемся, что в ближайшие годы мы этот объект построим. Что касается всей области, то в области у нас порядка 200 очистных сооружений. И это все сельские населенные пункты, малые города, где порядка 80 очистных сооружений требуют ремонта и реконструкции. И сегодня, по тому примеру, как мы отработали по 80 станциям обезжелезывания, мы
с Европейским банком и с Чешским фондом инвестиций прорабатываем вопрос о том, чтобы нам выделили грантовые средства на пилотный проект по очистным для небольших населенных пунктов. Вот мы хотим реализовать его в одном из районов для того, чтобы потом заявиться на финансирование по 80 очистным сооружениям сельских населенных пунктов, по примеру 80 станциям безжелезных, чтобы тоже в ближайшие годы решить этот вопрос. Практически на селе у нас основные объемы это до 100 до 200 кубов в сутки. Средства, которые будут необходимы, намного меньше, чем по городам. Біялагічная ачыстка сцёкаў ажыццяўляецца з дапамогай актыўнага глею. Ён утрымлівае мікраарганізмы, якія, перапрацоўваючы адходы, бурна размнажаюцца. У выніку атрымліваюцца лішкі глею. Іх неабходна або утылізаваць, або дзесьці захоўваць, а яшчэ лепш выкарыстаць з карысцю. Основная проблема – выработка и использование осадка после очистки сточных вод. На сегодняшний день предприятием разработана проектно-сметная документация по строительству площадки для компостирования отходов. Это позволит производить обезвоживание осадка и использование его в качестве удобрения для газонов в городе Витебске, также для дворовых территорий, для подкормки деревьев. Тэхналогія атрымання з глею кампосту для павелічэння ўрадлівасці глебы не новая. Аднак у Віцебскай вобласці раней не прымянялася і патрабуе пэўнай адаптацыі пад нашыя умовы. Работниками нашего предприятия совместно с лабораторией, совместно с университетами разработаны этих условия для производства компоста. И уже готов проект для площадок для компостирования, где будет избыточный ил смешиваться с различными наполнителями. То есть это какие-то, может быть, скошенная трава, листва, которая собрана будет с города, возможно, измельченная ветки после санитарной обрезки, возможно, даже использование елок после Нового года измельченных. То есть все отходы, которые органические, могут собираться, измельчаться, смешиваться с нашим избыточным илом и получаться компост. Учитывая, что наш город присоединился к соглашению мэров, то есть это программа, которая направлена на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. То есть это увеличение парков, увеличение каких-то клумб, вертикальных насаждений. Для этого понадобится наша земля, наш плодородный грунт, на котором все прекрасно растет. Первый опыт у нас уже был. Нашу экспериментальную партию, которую мы попробовали, использовали вдоль реки Западная Двина, небольшая площадка, где мы предложили свой уже готовый продукт, компост, его внесли под посадки, посадили кустарники, цветы, и все это прекрасно выглядит, все это цветет. И также первые пробные партии мы используем у себя в зеленых насаждениях, то есть у нас на площадке можно увидеть, насколько много цветов, как они хорошо растут, потому что большое содержание азота и фосфора, все, что нужно для зеленых насаждений. Глеевы асадак, які ўтварыўся на віцебскіх ачышчальных збудаваннях, захоўваецца на спецыяльных участках плошчай каля 50 гектараў. За дзясяткі гадоў яго тут назапасілася каля 1,5 мільёна кубометраў. Конечно, основные объемы образования это у нас Витебск, потому что сегодня Полоцк, Новополоцк, они свои стоки направляют на завод полимера «Нафтан», и утилизацией осадков занимаются эти промышленные предприятия. Основной объем, конечно, аккумулируется на витебских очистных сооружениях. Но сегодня вот Витебск водоканал изготовил проект по компостированию илового осадка, и тоже есть одобрение Международного банка реконструкции и развития о включении вот в новый займ этого объекта стоимостью его $2,5 миллиона, где мы вот на базе наших иловых полей построим небольшой комплекс по компостированию осадка и дальнейшего применения его в сельском хозяйстве, в зеленом строительстве, то есть для реализации этого материала. На сайце тэлерадыёкампаніі «Витебск» vtv.by можна знайсці тэмы наступных выпускаў нашай перадачы. А на электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў па іх. Сюды ж дасылайце пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя.